На протяжении веков героический эпос был и остается важнейшей формой духовной жизни народа, отражающей его мировоззрение. Героический эпос Хунанкара представляет собой один из лучших образцов устного эпического творчества тувинского народа. Сказание было записано на магнитофонную ленту в исполнении сказителя Оржака Чангчхо Чапажиковича в 1959 году. Сегодня мы собрались в Центре тувинской культуры, чтобы презентовать книгу тувинского героического эпоса Хунанкара в переводе на якутский язык, которая подготовлена и издана в рамках международного проекта «Эпические памятники народов мира» под эгидой ЮНЕСКО в рамках межпарламентского сотрудничества между республиками Саха-Якутия и Тыва. Дорогие наши гости и участники презентации, слово предоставляется главе Республики Тыва Ховалыгу Владиславу Тавриштановичу. Уважаемый Александр Николаевич, уважаемый Ханул Тимурович, дорогие друзья, сегодня для тувинской научной общественности всего народа важное событие. В рамках международного проекта «Эпические памятники народов мира» под эгидой ЮНЕСКО вышла книга «Тувинский героический эпос Хунанкара» с иллюстрациями народного художественного начина Шалыка. И сразу в 3 переводах – с тувинского на русский, с русского на якутский, что самый уникальный прямой перевод с тувинского на якутский. Особую благодарность выражаю Александру Николаевичу Жиркову, который инициировал и претворил в жизнь такой масштабный проект. Это значимый вклад в объявленный президентом России год культурного наследия народов России. Мы ценим, что один из самых известных тувинских эпосов Хунанкара смогут прочитать представители братского нам народа на родном языке. Именно так формируется коллективная культурная память на основе лучших образцов героического эпоса, который отражает мировоззрение народов, их нравственные основы и традиции. Теперь предстоит перевести и издать на тувинском языке якутский эпос «Юргун Боутур Стремительный». Уверен в том, что обмен взаимными переводами народных эпосов станет катализатором новых, возможно, совместных научных исследований, рождения новых мыслей и выводов. От всей души желаю удачи, новых свершений и блестящего продолжения жизни международного проекта. Да, мы с большим удовольствием сейчас приняли от главы Якутии Александра Сергеевича Николаева огромное приветствие нашему народу с благопожеланием. Мы также лично от себя, наш тувинский народ, передаем тоже огромное приветствие якутскому народу, благопожеланием, наилучшими пожеланиями. Николай сейчас мне вот сейчас прямо передал. Жалко, что вы как-то у вас со временем мы привезли замечательных якутских артистов. Может быть, чуть-чуть поменяем репертуар, так сказать, да? После выступления Ханула Тимуровича мы, может быть, подарок Александру Сергеевичу послушали, посмотрели. Да? Еще раз с праздником. И твои сегодня праздник. Начинается торжественная церемония вручения государственной награды Республики Тыва. Указом главы Республики Тыва за особые заслуги в области межрегионального сотрудничества между Республикой Тыва и Республикой Саха-Якутия присвоить почетное звание заслуженный работник Республики Тыва Жиркову Александру Николаевичу, первому заместителю председателя Государственного собрания ИРТУДЭМ Республики Саха-Якутия. Глава Республики Тыва Владислав Тавриштанович Ховалык.
нашего уважаемого гостя Александра Николаевича Жиркова. Уважаемый Владислав Тавариштаевич, уважаемый Канул Тимурович, уважаемые коллеги, тувинские друзья, некоторых из вас я знаю хорошо, но многих, конечно, не знаю, особо молодежь, но я вам привез приветствие от нашего якутского народа, который, хотя и проживает в некотором отдалении, испытывает тувинскому народу самые теплые чувства. Перевод тувинского эпоса на якутский язык – это для нас большое событие. Проект начат достаточно давно. Это международный проект под эгидой ЮНЕСКО, как отметил глава Республики Тыва. Вот. У нас есть взаимный перевод с кыргызами. Якутский эпос переведен на кыргызский язык, а сжатый вариант Манаса, великого кыргызского эпоса, переведен на якутский язык. Этот вариант сделал известный Бексултан Жакиев. Вот. Это к его подготовке. Следом мы перевели на якутский язык башкирский эпос «Урал-Батыр» в записи Мухаммедши Барангулова. Вот. Потом состоялся перевод алтайского эпоса на якутский язык. Это подготовил к переводу по записи Самуна Сайловича Суразакова, известный алтайский ученый, эпосовед, собиратель алтайского фольклора. И вот по записи Чанчихо Оржака переведен на якутский язык тувинский текст эпоса Кунанхара. Вот. Глава Республики Тыва очень правильно отметил, там действительно, там перевод Якудиярова мы поместили, и сам оригинальный текст поместили, и еще два перевода, вот с русского языка на якутский и с якутского, с тувинского на якутский. Таким образом, кто захочет познакомиться вот с этим эпосом, он может вот на 3 языках получить представление, сравнить и так далее, и так далее. Это, мы считаем, очень удобный, хороший у нас перевод получился. Вот. И вышел тиражом 1000 экземпляров. Вот. Канул Тимурович уже изрядную долю вот этого посылки уже получил. Вот. Как соавтор, один из соавторов этого проекта, распространять будет он с его позволения и по его распоряжению будет это делаться, наверное. Это я бы хотел вот сегодня официально вручить текст, эту книгу официально вручить главе Республики Тыва Владиславу Тавариштаевичу. Вот
Составление подстрочника – это большая научная работа. От правильности этого подстрочника зависит качество перевода. И поэтому я бы хотел очень от себя, как переводчик, поблагодарить Маргариту Базыроловну и вручить ей благодарность председателя парламента нашей республики с памятным серебряным знаком. Я очень надеюсь, что Маргарита Базыроловна будет непосредственно работать над переводом якутского эпоса на тувинский язык, потому что, судя по той работе, которую она уже проделала, вот наши коллеги из Якутии считают, что у нее получился бы очень хороший материал, очень хороший, достойный, во всяком случае, перевод нашего эпоса на тувинский язык, который бы воспринял вот молодежь, которая здесь сидит, прежде всего. Я очень с большим удовольствием сегодня слушал вот это сказали, потому что каждый народ эпическое произведение воспроизводит по-разному. И этот якутский эпос тоже воспроизводится несколько по-иному. Вот. И вот опять-таки, Владислав Товарищевич, я вот очень благодарен за вашу инициативу. Вот, пока вы здесь, вы хотите послушать вот, якутских. Я специально, мы взяли с собой молодых. Мы хотим, чтобы они с молодыми вашими советами, языковедами, людьми молодыми, которые интересуются эпосом тюркских народов, чтобы они установили раньше, заранее вот такие творческие контакты, связи, чтобы потом дальше продолжать наше дело. Это очень важно. Наши ребята талантливые. Один кандидат филологии, один очень подающий большие надежды. Очень талантливая артистка. Просим, Вот. давайте выходите где-то. Если можно, да? Актриса театра Аланхо Анастасия Алексеева. Хан турган бергени. Женкер таста каяларга далай байбын ден ата кан бағланылым. Сүйіз ағыста олар яр алыгынар албастақ сай тойың ден ойықтағы бит. Қара күелге мәтчейер 6-12 салалақ адыр лаба мостардақ.
Онағыз ардай тейістәқ, үз бұла сон құтыруқтақ, үз илі қалың түйләқ, 6-10 бұлас ұғыннақ, көк көғітчерден көлінер аттақ бит. Қаяларын дәлләғар, алаға желәғы бит, ала сандалмастағы бит, олығол мүкі бит. Үрін көміс үріе, күхіл көміс үріе уыларын әрі бит. Соғыру қай дәлләғар, әгәлгәген өңні, қоты қайғанын ұғыр, қалын үгі сала, қара атыр сылғы үйердәғы бит. Қой өрін манығыта қойысқан ден оғыныр. Қарабыла бол бұ дәбет, сылғыларын манығыта ала жоғыр аттақ. Ақсым аллай сайын көден аттақ бит. Арға қаллан депке айырнатыды. Победительница телевизионного конкурса среди исполнителей Олонхо Батл 2022 Анастасия Алексеева. Слово предоставляется главе Республики Тыва. Она может так часами, если слушатель позволит, то целый день, потом поужинает и на ночь остаться. Слово предоставляется главе Республики Тыва Ховалыгу Владиславу Тавриштаевичу. Дорогие друзья, мы с огромным удовольствием, удовлетворением сейчас послушали исполнение талантливейшей нашим молодой артистки, якутской артистки сказания, наши эпосы. Смотрите, мы сейчас должны перевести тоже буквально за, я так понял, к национальному празднику нашего братского якутского народа, который будет праздноваться в июне месяце. Тоже эпос, якутский эпос. Поэтому мы надеемся, рассчитываем, поручаем, не знаю, тувинского народа, чтобы к этому времени Маргарита Пазровна справилась с этим переводом. И это будет очень хороший подарок братскому нашему якутскому народу. Дорогие друзья, сегодня действительно такое очень историческое, важное, культурное событие, с чем я вас всех поздравляю. Желаю всем доброго здоровья, успехов и удачи.